зале детского приюта собралась самая что ни на есть чудесная аудитория. Здесь оказались не просто нарядные малыши, а настоящие Зайка и волшебник из Хогвартса, Снеговик и Мальвина, Лиса Алиса, Пьеро и много других сказочных персонажей. Чтобы насытить новогодним настроением предпраздничные дни детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на помощь в организации мероприятия к руководству приюта пришли студенты педагогического колледжа, индивидуальные предприниматели, городская администрация и представители общественного совета при отделе МВД России по городу Сибай. Глядя на вас, глядя в ваши глаза, я знаю, что год следующий для вас будет добрым. Добрым, уютным, комфортным, как ваш дом. Сегодня мы прошли здесь, посмотрели, на самом деле, очень уютно, комфортно, тепло по-домашнему. Я хочу, чтобы в сердцах ваших и душах в следующем году было только тепло и уют. На утреннике ребятам удалось отгадать все загадки лесных обитателей, научиться у Шарика и Матроскина правильному замесу теста и лепке пельменей. Клоун и его друг Петрушка с помощью ребят по ошибке вызвали не тех Деда Мороза и Снегурочку. На их место оперативно прибыли герои мультфильма «Ну, погоди». В конце концов пришлось прибегнуть к кинологической помощи и смекалке воспитанников приюта. Пес Шарик, обладая фантастическим нюхом, быстро нашел заблудившегося Деда Мороза и его внучку. Конечно же, были на утреннике и коварные герои. Кощей Бессмертный, приспешница Кикиморы и Баба Яга похитили Снегурочку, но и здесь не обошлось без любовной интриги, которая стала ключом к спасению праздника. Ребята с удовольствием читали стихи, а от некоторых звучали совсем не детские отрывки с поэтического романа Евгений Онегин. Я к вам пишу, чего же боли, что мне еще сказать? Теперь я знаю вашей воли меня презрением наказать. Но вы моей несчастной долей хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Пришло время новогоднего чуда. И этим чудом стало всеобъемлющее внимание неравнодушных людей и организаций города. Законченный ремонт в здании приюта радует глаз, а общественный совет и администрация города совместно с предпринимателем Ренатом Ильясовым действительно одарили детей. Различные новогодние кульки от каждого представителя, цветной принтер, горячая выпечка для чаепития и другие маленькие радости смогли на миг затмить все временные жизненные неурядицы, по причине которых эти ребята встречают Новый год в стенах городского социального приюта. Екатерина Марочкина, Нияз Мирхайдаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.